Сегодня зрители окунулись в историю, которая случилась 80 лет назад. Отправка тувинских добровольцев-танкистов на фронт. Первые добровольцы из ТНР вступили в ряды в мае 1943 года. Эти моменты, эмоции, впечатления пытались передать в документальном фильме. Одной из главных ролей поверенного в делах СССР в ТНР Михаила Сущевского, который в то время проводил отбор тувинских добровольцев, сыграл депутат Хурала представителей Роман Поманисочкин. Дорогие товарищи! Все народы демократических стран поднялись как один на борьбу с фашистской нечистью. Сегодня мы отправляем первый отряд тувинских патриотов, которые изъявили желание добровольно идти на фронт, сражаться с ненавистным врагом. Тувинский народ связал свою судьбу с судьбой Советского Союза и узами ленинско-сталинской интернациональной дружбы. Изначально мне было, конечно, немного волнительно как-то, но когда я, так скажем, вжился в роль, то есть ощущение было, что я нахожусь именно в то время, и действительно, как будто я, являюсь участником, и отправляю тувинских добровольцев на фронт воевать с фашистской Германией на тот момент. В первую очередь, как я это прочувствовал, он должен был своей речью зарядить добровольцев, чтобы они поднялись духом и пошли бить врага. Такое было у меня внутри ощущение. Я думал, он чувствовал именно то же самое. Напомним, что 20 мая 2023 года был осуществлен грандиозный проект – историческая реконструкция проводов 11 тувинских добровольцев-танкистов на фронт. Съемки проходили в течение 2 дней. В них приняли участие волонтеры, которые изъявили желание сыграть актеров, массовки, а также работники культуры. Всего в съемках приняло участие более 250 человек. Было, конечно, сначала тревожно, потому что я впервые в жизни играла какую-то роль, то есть это мой первый опыт. И действительно, конечно, он передал, то есть даже мы там стояли, когда играли роль, этот момент даже передал ту атмосферу того времени. Было, конечно, даже я могла слезинку пустить. И я играла девушку Яру, которую она должна была кричать из толпы. И я должна была тувинским добровольцам передать, то есть чтобы они передали Сталину привет от тувинского народа. Зал кинотеатра был полностью забит, а некоторым и вовсе не хватило места. Среди присутствующих были зрители разных возрастов, как старшее, так и младшее поколение. Все с восхищением отозвались о фильме и назвали его значимым событием в культурной жизни республики. Очень интересно было, как будто документально. В то время действительно, как они провожали, мы до сих пор не забыли. Вот этот настоящий показали. Я этому очень довольна. Больше всего понравилось то, что девушки свои цветы подносили этим солдатам в знак уважения и скорейшего возвращения домой. Было ли ощущение, что вы окунулись в ту историю? Конечно. Фильм очень понравился. Очень хорошо, что мы обращаемся к прошлому. Не забываем своих предков, которые завоевали нам мир, счастливую жизнь. Наше голубое небо над нами. Было ли ощущение, что вы окунулись в историю? Да. Спасибо создателям фильма. Фильм очень хороший. Что понравилось? Что запомнилось? Все. Актеры. Это было великолепно. Было ли ощущение, что вы окунулись в историю? Очень понравилось. Да. В зале также присутствовали заместитель председателя правительства Тувы Арлан Сарыглар и министр культуры Виктор Чикжит, которые отметили, что это примечательно, что Национальный архив именно накануне Дня Победы проводит премьеру документального фильма, посвященного памяти наших предков. Короткометражный фильм стал итогом проекта ОНО «Хранители историко-культурного наследия» и Национального архива Республики Тыва. Их общая идея сохранения памяти тувинских добровольцев получила свое воплощение при поддержке Фонда президентских грантов.
Знаете, это был такой очень интересный момент. Мы подняли все исторические документы, архивные фотографии, газеты и посмотрели все правительственные документы. И благодаря им мы восстановили именно вот эту вот историю. И мы также украсили нынешнюю филармонию. Тогда она была Домом культуры имени Сталина. Вот. И народ с удовольствием оделся даже вот в одежду тех времен. И 2 дня мы узнали, как происходит этот процесс съемки фильма. Директор Национального архива также добавила, что это в первую очередь играет большую роль в патриотическом воспитании нашей молодежи, так как молодые должны понимать, насколько сплоченным был тувинский народ и сколько он вложил в победу над фашизмом. Добавлю, что короткометражный фильм можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте Национального архива региона. Инна Клаян, Батыр Базан, Ангар Кюжугет, телеканал Тува-24.